Опасность подстерегает не только на улице, но и в интернете. Теперь это наиболее популярная ловушка. Смартфоны, планшеты, компьютеры. Умные гаджеты делают нашу жизнь удобнее, но вместе с тем облегчают преступную деятельность и мошенникам. Преступления в информационно-телекоммуникационном пространстве за последние годы только набирают обороты. За истекший период 2022 года на территории Республики Ингушетия у нас было зарегистрировано 156 преступлений, связанных с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Из них у нас 122 преступления было мошенничеством, связано с мошенничествами, и 34 преступления это у нас связано с кражами с банковских счетов наших жителей. Модная одежда, аксессуары, бытовая техника или подержанные автомобили – популярная схема мошенничества. Злоумышленники, представившись продавцами, просят внести предоплату, да еще и 100%. Как только деньги поступают на счет грабителя, он тут же пропадает. Люди приобретают товары не на официальных сайтах, как мы раньше все это делали, а переходят на всплывающие рекламные ролики, в свою очередь их переносят в телеграм-канал, и дальше там они переводят денежные средства, вследствие чего мошенники их похищают. Аферисты используют желание покупателей сэкономить. Для этого в мессенджерах и соцсетях создаются группы, где продают товары с большими скидками. Но, как известно, скупой платит дважды. Сотрудникам полиции удалось задержать одну из таких любительниц зарабатывать деньги обманным путем. На нее возбуждено уголовное дело сразу по нескольким фактам мошенничества. Жители республики в том числе приобретали у нее эти товары, якобы, но товары они так и не получали. Мы данную гражданку направляли в суд. Суд учел наличие у нее малолетних детей и вынес ей наказание, не связанное с лишением свободы. Но данная гражданка на путь истины не стала. Она поменяла свои анкетные данные и продолжала дальше совершать преступления. И в настоящее время ее дело вновь направлено в Магасский районный суд. Согласно статистике, жители региона стали реже попадаться на удочку телефонных аферистов, представлявшихся сотрудниками банков или правоохранительных органов. Однако фантазия злоумышленников не знает границ и рождает новые схемы для нечестного заработка. Авито, особенно когда мужская половина у нас заказывает, покупает машины, то есть бэушные машины, переводят оплату дистанционно, не видя человека. Тем самым мошенники пользуются этим. То есть непосредственно с самим владельцем они не сталкиваются вживую, так как человек, который продает, то есть мошенник, он объясняет это тем, что он находится сейчас за пределами, то есть того места, где он живет, к примеру, и не может туда подойти. А на самом деле бывает, что они копируют объявления, вставляют и выдают себя не за самого продавца. Если вы стали жертвой мошенников, нужно в срочном порядке обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление, предоставив всю необходимую информацию сотрудникам полиции. В первую очередь сразу обратиться с заявлением. Сразу же предоставлять сотрудникам правоохранительных органов, не думая о том, что они, если даже переписку ведут со второй стороной, не думать о том, что они найдут компромисс и им эти деньги перечислят. Если уж мошенники похитили у них эти деньги, то они их явно не собираются возвращать. Специалисты советуют никогда и никому не сообщать свои личные данные по телефону, не переводить деньги сомнительным продавцам. Тамара Хшагульгова, Асхат Пилакиев, Новости 24.